Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Социальная газификация – это программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным, которая предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. Каковы ключевые факты на этот год, что входит в программу? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии Михаилом Кириллиным, исполняющим обязанности министра промышленности и геологии республики. Михаил Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте подведем небольшой итог 5 месяцев этого года. Чего удалось достичь уже? Ну, во-первых, хотел бы отметить, что данная программа, она инициирована «Единой Россией», партией «Единая Россия» и поддержана президентом страны Владимиром Путиным. Данная программа реализуется начиная с 2021 года. По итогам первого квартала текущего года при плане газификации 1500 домовладений на сегодняшний день уже выполнено 1448. На сегодняшний день заключены договора 1448, и по факту уже подведены и построены газопроводы, отводы к земельным участкам наших заявителей порядка 223 единиц. Вы упомянули план в 1500. Это план на План этот отрезок? текущего года, но при этом мы, как вы видите, уже идет наращивание объемов, ну и, соответственно, в летний период планируется перевыполнение. По итогам прошлого года, 2025 года, при плане 1600, газификации 1600 домовладений газифицировано по факту 1993. Так? Насколько нам всем известно, это же по сути своей, это партнерская программа с «Газпромом» по газификации. Изначально она была рассчитана на 2021-2025 годы. Как сегодня можно это партнерство оценить, учитывая то, что программа продолжена? Ну да, действительно, данная программа, она координируется единым оператором газификации. Это по России выступает ПАО «Газпром». И сегодня данная программа, она бессрочная. Сегодня региональным оператором газификации определен компания «Сахатранснефтегаз», наша республиканская национальная газовая компания. И итоги сегодняшнего, по итогам 5 лет работы по реализации социальной газификации мы находимся в лидерах благодаря совместной и плодотворной работе и регионального штаба газификации, который сегодня руководит Арсений Сергеевич Николаев. Также во всех районах и муниципальных образованиях, городских округах образованы районные штабы социальной газификации. Все это координируется Министерством промышленности и геологии республики. И сегодня мы по Дальнему Востоку занимаем первое место в лидерах, ну и входим в пятерку лучших регионов по результатам социальной газификации. Ну, определенно есть чем гордиться. Михаил Афанасьевич, на газификацию выделяются правительством средства до 200 тысяч рублей на одно домовладение. Как работает механизм, как можно эти средства получить и каким категориям граждан? Данная субсидия предоставляется для газификации домовладения. Сегодня субсидия предоставляется льготным категориям граждан. Сегодня это участники СВО, семьи участников СВО, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи. И хотел бы здесь отметить, что по поручению Арсения Сергеевича в 2023 году мы внесли изменения в категории граждан, которые получают те или иные субсидии для газификации домовладения. Это мы в первую очередь добавили список льготных граждан, получающих субсидию многодетных семей, вне зависимости от дохода. То есть сегодня это впервые данные меры поддержки, именно мы, по сути, были первым регионом, который включил многодетных, вне зависимости от дохода семьи, льготной категории граждан, которые получают субсидию на газификацию. И потом наш пример масштабировали, по сути, на всю страну, и сегодня и другие регионы включают данную льготу. По субсидиям у нас получается два направления. Первое – это федеральная субсидия, мы получаем, и размер субсидии составляет 202 тысячи на одно домовладение. Есть еще республиканская субсидия в объеме 150 тысяч рублей. Вот. 202, федеральная субсидия, она имеет свои требования. Не все могут попасть под эти требования, да, поэтому те, которые не попадают, в любом случае получают от нас, от республики, субсидию для газификации в объеме 150 тысяч. Что эта субсидия покрывает?
Субсидия покрывает строительство газовых сетей внутри участка непосредственно по программе социальной газификации, как я вот говорил, мы подводим газопровод к границам газового участка, земельного участка бесплатно. Соответственно, заявитель сам разрабатывает проект, соответственно, получает, тратит на приобретение газового оборудования, котлов, тех же счетчиков, газовых сетей, труб и на выполнение монтажных работ тоже тратит деньги, потом выставляет для погашения своих затрат. Мгм. Если говорить о газификации района в целом, темпы, я насколько понимаю, ударные. Во множестве районов уже пришло голубое топливо, даже там, где его никогда не было. Хочу отдельно остановиться на Верхневильском районе, каков статус там и как решается вопрос финансирования. Ну, действительно, Верхневильский район, сегодня левобережье, 12 населенных пунктов Верхневильского района не газифицированы. Начиная там с 2008-2009 годов планировалась газификация, но, к сожалению, по тем или иным причинам это откладывалось. Сегодня по поручению Арсения Сергеевича ведется работа, завершается работа в этом году разработки проектно-сметной документации. Планируем в сентябре текущего года получить положительное заключение по магистральному газопроводу. И, соответственно, после этого в конце года уже начинается подготовительная работа. На сегодняшний день газификация 12 населенных пунктов разбита по этапам. Это большой объект. Только переход через реку Вилюй там достаточно сложный и, скажем так, капиталоемкий проект. Первый этап – это строительство 32 километров села Тамалакан до села Дюлюкю Верхневильского улуса. Соответственно, будут построены межпоселковые газопроводы, ближайшим населенным пунктом, первый этап. И с сегодняшний день компания «Саха-Транснефтегаз», правительством республики ведется работа по изысканию источников финансирования. В принципе, финансовая модель она сегодня сформирована. Надеемся, что с выходом, получением положительного заключения госэкспертизы на магистральный газопровод, проект, мы, соответственно, начнем и подготовительные работы с этого года, конца года. Если в целом планах на этот год по газификации, в какие районы придут? Здесь хотел бы отметить, что начиная с 2020 года у нас активно идет работа по газификации южных районов наших, западных районов. Это Ленский, Алекминский, Нюрнгринский, Алданские районы. Это совместно с программой, у нас подписана программа с ПАО «Газпром», отдельно по газификации населенных пунктов, 29 населенных пунктов. По итогам прошлого года только построено в 16 населенных пунктах внутрипоселковые газовые сети протяженностью 134 километра. Это только по Южной Якутии. Построено межпоселковых газопроводов также в Южной Якутии порядка 55 километров. Так? То есть активно ведется газификация, и именно в 2026 году, в этом году, газ получит первые наши населенные пункты. Ленского района, Алекминского, Нюрнгинского района. Поэтому здесь отдельно у нас тоже программа работает. Она сегодня подписана, продлена 26 по 30 годы. Если первая программа работала с 21 по 25 годы, сегодня, в прошлом году Арсений Сергеевич подписал с руководством «Газпрома» продление данной программы. И до 30 года мы должны как раз-таки вот эти 29 населенных пунктов газифицировать. Большая работа идет. Но здесь благодаря, еще раз хотел бы отметить положительную динамику работы нашей национальной газовой компании. Всю программу газификации, по сути, выполняем силами нашей национальной компании. Михаил Афанасьевич, есть еще же догазификация. Что это за процесс? Что догоняете? В каких районах? Догазификация — это, по сути, есть социальная газификация. То есть это принцип, социальной газификации — это газификация всех домовладений в тех населенных пунктах, где приходит газ. То есть бывает, что годами, раньше, если газификация приходила и жители тех или иных улиц ждали там годами газификацию, завершение газификации в конкретных населенных пунктах, то сегодня задача стоит перед нами, чтобы пришел газ,
И в эти населенные пункты в кратчайшие сроки должны быть газифицированы все домовладения, ну и, соответственно, все социальные объекты. Мгм. Как сами жители оценивают программу? Я знаю, что, возможно, вы и пообщались с теми, к кому голубое топливо пришло. В первую очередь, насколько я понимаю, это, конечно же, экономия. Во-первых, экономия, Помимо того, что это удобно. да, во-вторых, это, ну, это другой уровень жизни, это повышение качества жизни, да, на наше население. И для бюджета очень важно, что на сегодняшний день с переходом газовых сетей, газификации, на сегодняшний день частный сектор домовладения переходит на автономное газовое отопление, соответственно, уходит с централизованного теплоснабжения. Как вы знаете, по централизованное теплоснабжение ресурсоснабжающие предприятия получают большой объем субсидий ОКК, что нагружает очень сильно бюджет республики. Да. Михаил Афанасьевич, в заключение давайте поговорим о специалистах, которые за вот эти 4 года уже проделали огромную работу, им предстоит еще больше. Хватает ли сотрудников, сколько удалось привлечь, и где вы находите таких самородков? Ну, на самом деле, хотел бы здесь отметить, что в реализации 99%, скажем даже, ну, 100% всей нашей программы, это что касается Южной Якутии, социальной газификации, здесь участвуют наши местные компании. Вот это вот очень важно. И подготовка кадров, благодаря тому, что у нас есть университет, Северо-Восточный федеральный университет, да, инженерно-технический институт, многие выпускники сегодня трудоустроены и в газовой отрасли. Также есть у нас техникумы, которые готовят наших сварщиков, слесарей и так далее. То есть сегодня кадровый потенциал, он, в принципе, обеспечивает тот объем работы, который стоит перед нами. Задачи у нас, как я уже сказал, бессрочные. Большой объем работы ждет нас, идет и газификация южных районов, ну и центральный энергорайон тоже сегодня планируем дальнейшее продолжение газификации. Тоже видим, это Заречные районы, Любительская группа Лусов и так далее. Ну, получается, в плюсе абсолютно все, и рынок труда, и, что самое главное, жители нашей республики. Михаил Афанасьевич, я уверен, что все эти планы, которые вы на себя закладываете, в любом случае будут реализованы, тем более столько у нас специалистов к этому готовится. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи.